Коми до 2025 года планируют перевести на газ 25 котельных. Уже в следующем году будет проведен большой объем работ. В списке 16 кочегарок, которые отапливаются сегодня мазутом или углем. Перевод на газ значительно сократит бюджетные расходы на топливо. На сегодня больших проблем с оплатой за ресурсы нет, за исключением Вуктыла. Местная компания «Аквасервис» даже по льготным тарифам продолжает накапливать долги по платежам перед газовиками. При этом все бюджетные организации муниципалитета своевременно рассчитываются перед коммунальной компанией. Вуктыл, как и большинство муниципалитетов региона, получил субсидию от республики на оплату долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Сегодня это была одна из тем, что подняли на заседании регионального штаба по газификации населенных пунктов Коми. Какими темпами идет работа, расскажет Татьяна Супряткина. Догазификация – это когда голубое топливо уже подведено в село и осталось лишь завести его в дома, в республике идет быстрыми темпами. На сегодня региональный план на 2023 год выполнен почти на 100%. Минстрой региона плотно сотрудничает с газораспределительной компанией, чтобы совместно держать на контроле ход работ. Целевая задача у нас газифицировать 3827 домохозяйств. С прошлого штаба мы достаточно серьезную динамику показали. На сегодняшний день имеется возможность подключить газ 3724 домохозяйства, это 97% от целевой модели. Значит, по сравнению с прошлым штабом мы к этой цифре добавили 798 домовладений или 27%. На следующий год в планах на догазификацию еще 64 населенных пункта. Это почти 6 тысяч домов. Заявки поданы. По некоторым есть отказ. К примеру, нет технической возможности провести голубое топливо. А есть случаи, когда заявку аннулируют сами жители по причине больших затрат. В среднем на газификацию уже внутри участка уходит 151 тысяча рублей. Тарифы ниже, чем по стране. Отдельным категориям компенсируются расходы, выплачивается до 100 тысяч рублей. В России есть 9 льготных категорий, а в республике перечень вдвое больше. По поручению президента для 9 категорий граждан, потребителей, должны быть меры социальной поддержки. У нас их больше. То есть Министерство социальной защиты информации более обладает. Мне кажется, у нас больше 20, по-моему, их. То есть, и поэтому 9 это минимум, который президент сказал сделать, но у нас их больше. Поэтому в этом отношении работа у нас хорошо поставлена. Газификация, а это уже строительство межпоселковых сетей, тоже идет по плану. Уже завершились работы по строительству газопровода к селу Карткерос. Специалисты приступили к прокладке внутрипоселковых сетей. Протяженность 57 километров. По завершению более 1000 домов смогут подключиться к газу. Продолжаются работы и по строительству газопроводов к населенным пунктам Пашга, Визинга и Вынте. Кроме этого, в республике постепенно идет работа по переводу автомобилей на природный газ в рамках энергетической стратегии России. В Сыктывкаре уже в следующем году появится еще одна станция для заправки транспорта газомоторным топливом. Этот инвестпроект включен в региональную госпрограмму. У нас есть план развития газомоторного топлива. Значит, сейчас у нас строится еще одна газозаправочная станция, всего их 7 в республике. Это частный инвестор, который будет строить комплекс не только как заправка, но и придорожный комплекс, потому что нам как раз в части развития туризма это очень необходимо. У нас все заправочные станции – это просто колонки раздачи. А нам необходимо, чтобы человек мог там попить кофе, остановиться, подождать, получить какие-то еще товары и услуги. Перевод техники на природный газ прежде всего сократит вредные выхлопы, а потому число работающих на газомоторном топливе машин с каждым годом будет увеличиваться. Работа правительства в этом направлении продолжится. А чтобы стимулировать и водителей, переоборудовать их машины, в Коми планируют продлить льготный транспортный налог. По закону владельцы автомобилей на природном газе платят пониженную ставку. Эта льгота была оформлена до конца 2024 года. Но Минэкономразвитие ведет работу по продлению ее срока действия. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.